Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня мы с Владиславом приехали на то место, где мы в прошлый раз ловили щуку и сига. Давайте посмотрим это место. Вот здесь стоял балок. Вот они, ребята, уехали. Оставили дрова. Владислав тут прорубурился сразу за палаткой. Вот видите, ветер северный. Он приспособил снегоход, чтобы ему спину не поддувало. Ставили палатку. Я буду рыбачить в палатке пока начинать. Если ничего не будет ловиться, придется выходить тоже где-нибудь пробуриваться. Вот. Так, ну чё же. Переступим. Кто первее опустит, тот и поймает. Или Владислав там опустит сейчас этот блесной и выловит. Или я здесь. Но он уже почистил свою лунку, поэтому скорее всего он. Я не успею. Однозначно. Есть такое дело. Чамугур! Сижок подошел, мы его взяли. Там еще один. Еще один показывает. Хоть и небольшой, но приятно. Есть такое дело. Вот такой сижочек. Пошла жара. Пошла жара. Так, после щуки и после сигов, возможно, что щука подошла. Давайте проверим эту теорию. Щука. Щука взяла. Щука, да? Но. Так, сейчас главное не оторвать леску. О, отлично.
Оба-на! Вот такая вот щука. Красиво взяли. Чисто. Чисто взяли, чисто. Вот такой экземпляр. Килограмма 4 может есть. 3-4. Взяли все-таки. Я видел ее несколько раз, она тут мелькала. Но здесь ведь не поймешь, что за рыба. Грешил на сишка, но оказалось, что это была щука. Значит, щука большая. Щука большая, да? Ага, что-то большое. Крепко бы книг, да, в ларге добыли, да, где пойма. Крепко, да, Смотри, на какой блеснул. Вот это да. Такую здоровущую блесну. Вот. От Светланы Борисовны. Это сколько у нас? 10 сантиметров блесна. Вот такая сегодня рыбалочка хорошая. Ох, зачетная. Черная. понравилось. Да, сейчас Владислав будет рядом буриться. Вот что,
поставил на середину диппер, чтобы видно было. Обзор сделаем мормышки-то. Камера. Бунь. Вот я сейчас покажу, да, какую он сделал мормышку. Вот на эту мормышку он вчера ловил щегов. Ну, уже несколько дней ловит. Вот. Это изолентой и крючок. И кембрик красный. Еще и ленок взял на эту мормышку. Оказывается. Учкурок и колодца. Чаддейс мөттэх. Береските. Да, когда? Сейчас вот обедаем, сидим, и я немножко из пирожка сейчас прикормки сыпану туда, где диппер стоит. Посмотрим, как отображаются рисинки на эхолоте. Чуть-чуть сыпанул туда. Вот пошли рисинки. И вот их как видит эхолот. Сейчас упадут на дно. Все. Прикормка на дне. Итак, дорогие друзья, клуб рыбаков Диппер проводит у себя крутую акцию, и в рамках этой акции, если вы покупаете эхолот Dipper Pro Plus, то в подарок вам идет налобный фонарь Petzl Tikka. Вот такой вот фонарь они дают покупателям, дарят. В принципе, фонарь очень хороший. Сам фонарь стоит 2500. Вот. И если цена эхолота остается прежней. Ну, эхолот, сами видите, я им пользуюсь. Достаточно неплохой эхолот. Ну, по эхолоту я могу потом отдельно рассказать про его недостатки, про его преимущества. Пока он у меня находится на испытании. Вот. И также сразу хочу сказать, вот у них также сейчас появились вот такие зимние чехлы для рыбалки под смартфон. То есть вы можете поместить в нем мой смартфон. Также там есть отсек под Powerbank. Сейчас в данный момент у меня смартфон находится на зарядке. Вот я вам сейчас покажу еще раз. Тем, кто не видел предыдущий мой выпуск. Вот так вот. Такой вот отсек у него под Powerbank.
Вот. И тут сам смартфон. Вот так вот. Все ссылки на товар и на сайт магазина я дам в описании к этому видео. Проходите по ссылкам, смотрите. Тем знатокам, которые пишут, что началась реклама и тому подобное, хочется сказать, что никто мне просто так ничего не дает, поэтому беру все в свое пользование, все нужное, и соответственно отрабатываю. И то берем не все подряд. Очень щепетильно к этому вопросу относимся. Поэтому товары, которые показываю, считаю, что это хорошие и нужные товары. А то, что вы там считаете, что реклама никак не мешает канал, это ваша проблема. Не хотите, не смотрите. Вот так вот. Так, дорогие друзья, сейчас отправляюсь на поиски щук, поэтому убираю эхолот из воды, чтобы не садить на нем батареи, и отправлюсь сейчас искать щук. Съемка будет производиться камерой, уже наружной камерой, выносной, поэтому качество съемки от этого очень сильно теряется, но сюжеты, смысл сюжетов никак не теряется. Будет ловля рыбы, буду это все показывать, поэтому продолжаем смотреть. Диппер оставляю, потому что он не нужен, чехол тоже. Так, сегодня порыбачили. Вот такой улов. У Владислава только щука пока. Ветер немножко сменился. Владислав вон там, он стоит, бурится. Сейчас я пойду тоже, чуть-чуть подальше пойду там. Вот так вот будет делаться запись, производится. Так, возьмем снасти. Так, клевать да? Довольно глубоко. Ой, ручка отвалилась нашей катушки.
Владиславца. Давайте не пролить, не дай бог. Угу. Красавчик. Ну-ка, насколько он утянул мою леску. Далеко как утянул, а? Сейчас подтянем к нему. О, крупного взял. Килограмм 7. О, сеточники едут. Итак, вот такая сегодня получилась рыбалка. Значит, ловилась на улице. После обеда я ловил. Владислав до обеда ловил. После обеда в палатке ловил. Вот. И не поймал. Ну, в палатке я поймал немного, а Владислав в палатке не смог поймать ничего. Но на улице он одну щуку поймал, у меня 2 щуки. Так, сколько еще? 2 где-то сошло, по-моему. 2 сошло. Сейчас покажу улов. Сегодня был исак. Северный ветер, который сменился, получается, восточным после обеда. Вот улов. Вот самая крупная щука, наверное, килограмм 7-8 будет. Вот поменьше, килограмма 4 может. Самый большой сижок вот такой вот. Вот улов Владислава. Щука килограмма на 3-4. Так, вон, чуть поменьше. Живник егошний тут лежит. На. Ну, на этом все. Прощаемся с вами, до следующих встреч. Всем удачи, всем пока. Не забываем ставить лайки, если понравился сюжет. До новых встреч.